Пластик. Его отходы загрязняют и землю, и мировой океан. Как минимизировать этот ущерб в масштабах региона, придумал Адам Калиматов. Свой проект «Школа ресайклинга» он представил на форуме «Машук». Победил, получил грант. И вот теперь притворяет задумку в жизнь. В чем ее суть, расскажет Зина Могушкова. 3451, 3452, 3453, 3454. Сложнее, чем собрать крышки, было их сосчитать. Зато цифра впечатляет: более 7000 от самых разных бутылок и емкостей. Заветные атрибуты собирали, как говорится, всем селом. В акции участвовала вся 6-я Назранская школа, ученики, педагогический коллектив и даже родители. Мы ходили по улицам, собирали, также мы ходили на стадионы, там тоже собирали, задействовали всех наших близких, родных, они нам помогали и так собрали. Когда я узнала, что есть такой сбор, акция такая проходит в нашей школе, я сразу побежала домой и говорить об этом маме. У мамы был больше интерес, чем у меня, и она каждый раз такая радостная. Я тебе нашла крышечку, это было очень мило даже с ее стороны. Адам Калиматов, руководитель школы ресайклинга, в рамках которой проходила экологическая акция, знакомит детей со своим проектом, отвечает на все интересующие школьников вопросы. К примеру, почему на вторичную переработку подходят только крышки от бутылок? Когда ты ее откроешь, и, может быть, некоторые замечали, может быть, некоторые не замечали. Вот под каждой крышечкой она маркируется. И каждый пластик маркируется по тому типу, к которому он относится. Допустим, крышка относится полипропилен 2-го типа, а бутылка относится полипропилен 1-го типа. В принципе, это два двоюродных брата. Это одно и то же сырье, только заключается в том, что первое сырье является твердым пластиком, второе сырье является мягким, более гибким пластиком. Но проблема вот в чем заключается. Когда мы берем и нагреваем вот этот пластик, более 45 градусов, он выделяет ядовитые вещества. А вот полипропилен 2-го типа, он такой, может, более дружелюбный. То есть он менее едкий, и при нагревании более 60 градусов он не выделяет, то есть, едкие вещества, он просто расплавляется, и мы его можем использовать. Школа ресайклинга направлена на решение экологической проблемы загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами. При реализации проекта за основу взяты доступные технологии инженера Дэйва Хакинса, которые позволяют отказаться от дорогостоящего промышленного оборудования. Проекту уже несколько лет, а началось все с простых субботников в школе. Мы просто проводили субботники, собирали соответствующий мусор и с одной части переносили на другую часть. Мы понимали, что это бессмысленно, и решили подойти с другой стороны к этому решению для этого вопроса и начать его уже перерабатывать. Первоначально это были простые вещи, которые можно было сделать своими руками, но потом мы поняли, что есть проект «Драгоценный пластик», то есть это голландский инженер, и, соответственно, разработали на основе его оборудования мастерскую, которая у нас сейчас функционирует в нашем регионе. У Адама далеко идущие планы провести подобные акции в каждой школе региона, а также придать проекту межрегиональный статус. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Вот недавно ездили в Ставрополь, заключили соглашение ряд с образовательным учреждением, чтобы такую же акцию проводить и у них. Это в Ставрополе мы договорились, и в город Махачкала. То есть мы нашли не бюджетные средства уже. В Ставрополе нам сказали выделить 200 тысяч, а в Махачкале нам сказали выделить 100 тысяч на покупку таких контейнеров для поощрения школ. Таким образом, акция будет уже северокавказская. Но и это еще не все. В будущем молодой человек хочет назначить стипендию за активную экологическую позицию и даже предложить Министерству просвещения добавлять дополнительные баллы за ЕГЭ тем ребятам, кто проявляет себя в деле защиты окружающей среды. Любой желающий может отправить свое резюме, его будет рассматривать соответствующие коллегия из участников общественных, государственных органов, и, соответственно, на год будет выбираться стипендианта, эколога нашей республики. Таким образом, это различные формы поддержки мы им хотим реализовать. Пластик наносит серьезный ущерб окружающей среде, начиная с его производства и заканчивая утилизацией. Заводы, выпускающие пластиковые изделия, выделяют в атмосферу до 400 миллионов тонн углекислого газа в год, и примерно 800 видов животных сегодня находятся под угрозой вымирания из-за поедания и отравления пластиком. Проект Адама Калиматова полностью не избавит от этой проблемы, но может внести весомый вклад. Зина Могушкова, Султан Булгучев, Новости 24.